В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. И сегодня наш гость – главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Якутии, заведующий отделением паллиативной помощи медцентра города Якутска Николай Индеев. Николай Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о деятельности отделения паллиативной помощи в Якутске. Наше отделение было организовано в 2013 году на 17 коек. Из них составляло 10 коек для детского населения, 7 для взрослого. Но с учетом необходимости в настоящее время уже развернуто 17 коек только для взрослого населения, плюс на базе Кангаласской больницы, плюс 10 коек для детского населения развернуто на базе специализированного дома ребенка в городе Якутске. А кто обычно попадает к вам в отделение? Нуждающиеся пациенты наши, это, к сожалению, те больные, которых исчерпаны все возможности специализированной помощи, и у больного самого очень низкий потенциал, реабилитационный потенциал, чтобы продолжить вот это специальное лечение. И они попадают для того, чтобы мы продолжили ту терапию поддерживающую, и если необходимость, то и уход в условиях нашего отделения. А много ли вообще среди пациентов ваших детей? На сегодняшний день на учете по всей республике состоит более 50 пациентов, маленьких пациентов, которые нуждаются в нашей помощи. А расскажите о коллективе. Очевидно, что на работу идут люди осознанно, учитывая тяжелые моральные условия труда. Да, возможно, что наш персонал, скажем так, компании, чем наши коллеги, но это сейчас действительно коллектив состоит из тех людей, которые действительно относятся более как-то, так. Выбор специалистов за нами особо на самом деле нету. Действительно, сейчас те, которые в настоящее время продолжают и попали с первых дней нашего организации, нашего отделения и продолжают до сих пор, это действительно преданные люди. И я бесконечно благодарен им, что они остаются со мной и с нами, и продолжают работать действительно с тяжелыми категориями, наиболее тяжелыми категориями больных, которые нуждаются не только в поддержке медицинской, но и в других аспектах нашей жизни, как социальная поддержка, психологическая поддержка и духовная поддержка. А как функционирует отделение в условиях пандемии и ограничительных мер? На самом деле мы работу абсолютно не прекращали. В первом этапе мы переходили на вахтовый метод работы, но со временем эта необходимость отпала, и мы продолжаем принимать больных в том же темпе. Да, понятно, да, есть ограничительные меры в плане того, что ограничены именно посещения, к сожалению, родственниками наших пациентов, но мы нашли выход, мы с ним общаемся через видеозвонок в основном, демонстрируем для них, в каком состоянии находится их родной человек, близкий, списываемся по WhatsApp, то есть максимально возможными техническими возможностями мы пользуемся. А увеличивается ли со временем количество пациентов и с чем это может быть связано? Да, к сожалению, с года в год количество пациентов наших увеличивается, и это связано с тем, что заболеваемость
последствий инсультов, различных форм, тяжелых форм, клинических смертями от инфарктов. Кроме того, действительно увеличение количества онкологических пациентов, заболеваний, тоже как бы дает темп и для нашей работы, и количество действительно растет. Но если растет количество пациентов, которым нужна паллиативная помощь, будет ли расти число больничных коек? Разумеется, это мы на самом деле в плане развития в целом по региональной программе развития паллиативной помощи нашей службы расширение подразумевает, в том числе организация Центра паллиативной помощи, который будет включать несколько структурных отделений, в том числе Центр респираторной поддержки, потому что часть больных наших нуждается в постоянной искусственной вентиляции легких, возможно, поддержки в различных формах концентраторов кислородных. И есть часть пациентов, которые длительный период нуждаются в уходе сестринского помощи. Кроме того, планируется организация патронажной выездной службы в городе Якутске для детского населения и в том числе и для взрослого населения, конечно. Ну, действительно, у вас очень тяжелая работа. Скажите, ваши сотрудники проходят ли где-нибудь переобучение, повышение квалификации в других субъектах нашей страны, например? Да, наша служба абсолютно не растет и от других специальностей. Ежегодно, особенно в этом году у нас из-за сложившейся ситуации по ковид мы проходим обучение в электронном онлайн режиме, проведения различных вебинаров, семинаров, конференций. И это, с одной стороны, удобно, то, что мы не отделяемся от, скажем так, от производства, остаемся на местах. Ну, конечно, общение вживую – это намного для нашей службы важная вещь, потому что именно одно, скажем так, важность поддержки и словом – это однозначно одна из важных моментов. Николай Валентинович, а какую еще помощь можно получить в отделении? Ну, кроме того, что кроме медицинской именно поддержки, наши пациенты нуждаются и в других. Это в том числе и социальная поддержка, в том числе и психологическая поддержка, и конечно же, духовная. И, значит, духовенство нашей Якутии, значит, всемирно нас поддерживает. В том числе у нас организована молебная комната, где любой может зайти и, как говорится, помолиться. И в том числе проводятся различные возможные обряды, когда сам пациент об этом или родственники просят. И для нас это, как говорится, очень большая помощь. Благодарны за это нашим духовенством. Николай Валентинович, большое спасибо вам за эту беседу. Желаем вам сил и успехов в вашем нелегком деле. Спасибо большое вам тоже. И с наступающим Новым годом. Вас также. Это была программа «Актуальное интервью». Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Не переключайтесь.